Стрит-арт – это совершенно новое направление искусства у нас в Гагаузии. И нам повезло, потому что мы можем видеть 70-метровый мурал. И здесь изображено все то, чем славится это село. Подожди, получается, сейчас перед нами два страуса. Это выходит, что в селе выращивают страусов? Да, ты все правильно поняла. А мы можем туда попасть? Я хочу посмотреть на них. Конечно, мы можем зайти к дяде Ване в гости. Расскажите, откуда у вас появились страусы? Как вы решили завести их? Как? У меня была мечта давно, что я вот хотел страусы. Им 4-й год, 4. Потому что 2 года начинает их яйца нести. Когда исполняется 2 года, тогда начинает она яйца нести. Понимаете, у нее когда в возрасте 5 лет, яйца, чем больше возраст, чем тяжелее яйца получается. Когда она была, первые яйца, они весили кило 600, кило 700. Одна яйца. А когда сейчас уже на следующий год, на 5-й год, он уже должен весить больше 2 килограмм. Ну, 2 ставим, так, 2 килограмма яйцо весит. А это у вас парочка? Да, это самка, тот самец. Черный самец, это самка. А что они едят? Едят большинство траву. Они считают траву больше. Ну и кукурузу даешь туда. И... Почему именно страусы? Страусы раньше никто не знал. Ну как, знали, что есть, ну, сколько лет назад у нас в Молдавии страусы? Ну вот 10-15 лет назад. Я знаю, что мужик там, Северо Молдавии, он, вот первый из Молдавии, он начал весь яйца, страусы держать. Он привозил тоже из Румынии оттуда, и вот он оттуда. Ну, лет 10-15 лет назад. А раньше же не были. И в Украине не были раньше, и они же африканские, они же оттуда их привезли. Ну, потихонечку они вот холод выдерживают, заморозки тоже. Им главное, что, вот видите, у них ноги только одна пальца считается. Он с этого удара, он убивает, представь себе, лошадь с одной ногой. Лев, 250 килограмм весит, он ногой убивает. Если ударит, то ты все уже, короче. А вот вы как не боялись? Я захожу, они мне пускают, только меня, потому что я их кормлю, выраз, они узнают, а чужих нет. Вот ночью я тоже не могу зайти, потому что самец очень охраняет, у них такая от природы взяла. Он несет, он когда яйца несет, охраняет яйца, потом он тоже сидит на яйцах, самец. Потом, когда вытаскивает, видишь, эти маленькие страусики, вот считает, этот самец ухаживает, смотрит, охраняет. Вот. У них так, у них семья. Вот понимаете, это один самец и 2-3 самки, это семья считается. Вот этот самец охраняет всех, это самки и маленьких детей, маленьких. А вот вы планируете, наверное, размножать их? Маленьких, будут маленькие у вас? У меня были. Уже были? Были, да. Очень дорогое удовольствие. Посмотрю, если получится, я вот купил инкубатор, у нас пацан тоже есть, который павлина держит, тоже любитель так. У него куры такие красивые. Короче, совместно хотим сделать какой-нибудь зоопарк. Считается как-то. А к вам вот любой турист может прийти, как мы пришли в гости, напросились? Не, дети приходят, есть дети, из школы приходят. Кто хочет, приходит. Ну, уже в селе все знают. Вам нравится этим заниматься, наверное, да? Да, я уже люблю. Это считается мясо самое диетическое. Шкура – это яйца. Может, любой человек, который сахар имеет, тоже может кушать. Ну, очень диетический у него. И у него вот это, вот смотри, у него самые красивые, вот сейчас я не знаю, да? У него самые красивые вот эти, как объяснить? Реснички? Реснички, да. У него шаг 4 метра. Если он разгоняет, вот, например, шаг, это вы понимаете, как шаг, он 4 метра делает. Представьте себе, он такой, есть раз, он может, не может остановиться. Верка, и снова мы с пустыми руками не уходим. Спасибо большое за такую экскурсию. Спасибо, девочки. Заходите, я буду очень рад в любое время. В следующий раз... Мой дверь всегда, калитка открыта.
В следующий раз, когда зайдем, может быть, у вас уже даже будет пополнение, целое семейство. Дай Бог, дай Бог. Баурчи происходит от Баир и Чи. Село, расположенное в холмистой местности. Здорово. Ну что, тогда поехали дальше? Едем дальше. Мы с тобой заехали в село Гайдары, и первым делом нас встречает вот такой вот интересный мурал в виде ковра. И если хорошо приглядеться, мы можем с тобой посмотреть панораму всего села. А почему именно ковер? Потому что село Гайдары как раз славится коврами. Здесь их производят и продают. Ежегодно здесь проводится фестиваль ковра, на который собирается почти весь регион. Приезжает каждый со своим ковром, ковер с историей, и выбирает самый старый ковер. В этом селе ковроткачеством занимались даже дети и мужчины. Почему? Потому что это первое село, которое начинали продавать ковры. Мы знаем, что раньше каждая девушка должна была себе изготовить ковры для того, чтобы приготовиться для замужества, то есть приготовить свое приданное. А вот в этом селе сообразили, что их можно продавать. И тогда в этом селе абсолютно каждый, в каждом доме изготавливали ковры. Сейчас здесь у нас действует центр ковроткачества, куда мы, конечно, можем с тобой попасть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам привела молодую девушку на выданье для того, чтобы вы ей показали пару навыков ковроткачества. Пожалуйста. Вот наш станок. Ну вот наш станок. Вот я захотела сделать себе ковер. С чего я должна начать? Сначала как бы весной отару, когда отдают чабану, стригут сначала дома, потом этот шерсть стираем, обрабатываем, потом чадурлунги начесываем. Дома уже старшие женщины прили пряжу. Потом уже отделяют, сколько красить красного цвета, сколько синего, черного, какой ковер будет большой, маленький. Красят, потом это уже идет на клубок, нитка вся. Потом уже готовится это основа. Считаем, Основа там, имеете да, в виду вот это вот да, эти... вот это основа. Две женщины работают. Потом как в это уже завязываем на вал. Это основа. А вот эти все приборы, это для чего? Сам механизм как происходит? Вот сам механизм меняем, зев, работаем, а с этим уже как бы распределяем все, чтобы она как бы плотная стала. Это только края. Кругом ковра будут края. Вот как на этом ковре кругом есть края, вот это только край. На середине будет узор уже роза. У нас были розы, как бы мы говорили, маленькая роза, большая роза, угольник, как бы назвали их тогда. Вы сами себе схему делаете, да? Да. А я вот тут у вас вижу педали. Это для чего? Это зев меняется. Как это понять? Смотрите, сейчас здесь как мы проходим, а сейчас, когда зев меняется, они переплетаются, вот эти края переплетаются. И если не переплетутся, оно распадет. То есть, когда вы нажимаете педаль, они как раскрываются, как веер, Да, мы можем да, просунуть, да. а потом... Сейчас второй раз опять. Вот видите, как переплетаются тут. А если не нажимать? Нажимать, то мы нажимаем, но если не переплетать, смотрите, она остается здесь открытой. Они должны переплетаться, и получается клетка. Это у вас, получается, здесь обучение проходит, да? Да, да. А кто обычно? Со школы в трудах девочки приходят к нам. Это как кружок? Да, да, как кружок. А туристы к вам часто заходят? С этой пандемией прекратились. А так было
Флористы заходили, обучали их тоже, кто хотел сесть за станок. Мужики даже садятся за станок. Всем нравится как бы. Это Этот получается, процесс. нужно весь ряд закончить под цвет и потом вернуться? Да, меняем зев и уже идем в другую. 4 раза туда проходим, сюда и наполняется одна клеточка. Потом уже меняем узор. У нас есть эскиз. Это я правильно всё сделала? Правильно, правильно. А у вас Нитки показывают. здесь в центре, в центре ковроткачества вы не делаете, например, ковры на продажу или... Мы, когда у нас фестиваль проходит, мы готовимся к фестивалю, кто участвует, всем дарят. Буклетики делают и по сувенирчику. А вот столько ковров у вас тут, это все вы, получается, своими руками делали? Да, своими руками. Мы тут А уже сколько уходит времени на... чтобы Смотря. это получается сейчас начало ковра. Да. Вот сколько, если вот сесть и заниматься, и сколько уйдет времени, чтобы его закончить? такой ковер ткется месяц. И каждый день должны 3 сидеть. Как сейчас мы сидим 3 должны сидеть. А вот Целый месяц. говорили о традициях, что девушка молодая должна иметь, сама себе сделать ковер. А сколько у вас было, когда вы выходили замуж? 4 ковра было. И вы сами все сделали? И мы с 5 класса садились за станок. Как сестры мамы работали, мы мешались. Когда уже наши ноги достали до педалей, нас уже садили за станок. Держись. Ой, а это для чего? Как бы заработок был. Целую неделю, когда мы ткали дома ковры, вот такие маленькие ткали. И по воскресеньям ехали в Болград, в Камрад, продавали. А узоры как вы подбираете? Вот узор у нас вот идет край сначала, потом уже розы ставятся. Есть какой букет хочешь, это Это обязательно цветы или можно что-то другое? у нас только букеты были. В других селах и животные были, но у нас только букеты были. А почему? Это что-то символизирует? Ну, наверное, цветы как бы символизируют везде цветы, любовь. Каждый праздник цветы же дарят. Вот наш тоже, наверное, от этого. А почему вот гайдар ассоциируется сразу с коврами? Ну, потому что, я ведь говорю, раньше наши люди зарабатывали коврами. В каждом доме станок был, были дома, даже по 2 станка имели. Они были похожи на эти или это уже более современный вариант? Нет, эти старинные. А вот помимо этого станка, на котором мы работали, здесь есть еще 2. Они как-то отличаются между собой? Это тоже такой же станок? Как бы это вертикально, еще легче тут работать. Тоже тут педаль электрический. Легче работать, чем в тех станках, потому что там как бы сидишь у вала и тяжело. А тут прямо сидишь на стуле. Это современный вариант. Современные, да. Это ковровые были такие станки. А какие виды станков бывают? Горизонтальные, вот вертикальные станки бывают. А чем он отличается от остальных, например, даже от того или от вертикального? Это горизонтальный, в этом можно работать с челноком. И можно вручную работать. Могу вам показать, как с челноком работаем. А что такое челнок? Вот этот челнок называется. Вот эти полоски делаются с челноком. А на том его нет, да? Это Нет, только на нет, этом? там ручная, вот там будет такой ковер. А на этом можно вот такие полосками, полоски, узор, полоски, узор. А можете показать, как это работает? Сейчас покажу, как челнок работает. Это тут получается только просто проводится ниткой и все, да? Зев меняется туда-сюда. И несколько раз проходишь, получается полоска. Потом меняешь цвет, чтобы цветные были полоски. Вот зев меняется, проходит туда челнок. Зев меняется, проходит обратно. А у педалей на этом станке такая же функция, как и Да, на остальных? Да. Педали для того существуют, чтобы зев менялся.
Спасибо вам большое за ваш урок. Конечно, на свою свадьбу я вряд ли сотку ковер, но хотя бы поучаствовала в этом процессе. И Спасибо. вам спасибо. Попадете в наши края, заходите, всегда будем Спасибо. принимать вас. А вам усердных учеников. Спасибо. Счастливо вам. Спасибо. Заехав сюда в село, Маша, обязательно необходимо заехать еще и на ветряную мельницу, потому что таких мельниц у нас в Гагаузии хорошо сохраненных две. Одна у нас в Бешалме, а вторая как раз здесь в Гайдарах. В Бешалме и в Гайдарах это совершенно разные мельницы. Это у нас идет венгерской постройки, а в Бешалме идет болгарской постройки. Здесь довольно ветрено, и это хорошо, потому что ветряные мельницы как раз работают за счет ветра. Лопасти, то, что мы сейчас с тобой видим, исходя из того, с какой стороны дует ветер, мы можем эту мельницу поворачивать. На самом деле это очень удобно, и когда вот такая ветреная погода, за 5 минут мы можем помолоть целый мешок зерна. Это наша последняя локация на сегодня. Нам уже пора домой для того, чтобы завтра с новыми силами отправиться открывать для себя Гагаузию.